Добре. Отсюда. Иди сюда, не тут. Добрий день, у ефірі Радіо Свобода. Ми починаємо живий ефір з вулиці Тиміражева у Менску, де літерально некілька днів тому відкрився новий барбершоп і вже одразу став предметом хвалі абіркування у соціальних сетках. Потому что все простое, что называется чекіст, вельми неоднозначная назва. Сьогодні сюди прийшла група активістів, які не згодні з гэтай назвай. Зараз вони знаходяться внутрі і спробують порозмовляти з його владальниками, і ми до їх долучаємося. Ось ми заходимо внутрь. Ви можете бачити, що зараз відбувається тут. Ну смотрите, хорошо. Вы говорите чекист, да? Вот чекист это там связано. Подождите, я сейчас говорю, можно я отвечу на вопрос, да? Смотрите, барбершоп чекиста. Вы говорите, история полна смутными там моментами по поводу того, что расстреливали людей. Смотрите, если бы назывался барбершоп, например, пуля, или барбершоп, неважно, какое-нибудь другое орудие убийства, да? Почему такого ажиотажа не Почему орудие забоя? Это же может быть орудие обороны. А почему мы это мы тут сами решали? Смотрите, допустим, мою бабушку в 10 лет сослали в Сибирь ни за что чекисты. Так, и у таких у Беларуси столько же, сколько сидели в лагерях. То есть это не то, что концепция, это не знание банальное историческое. Но вам предлагаю, если вы измените название, мы вам сделаем шикарнейшую рекламу, что здесь, смотрите, бизнес, я не знаю, что давайте сделаем. Зачем вы вешаете? Мы не разрешаем вешать у нас. Нет, так нам пригоживать не надо. Спасибо огромное. Вас не хотелось зачем? Но вам хотелось бы, это мы здесь за это платим аренду людям, правильно? Так что, пожалуйста, не надо, нам не надо здесь вешать никакую рекламу. Ребят, я же вам говорю, объясняю. Зараз ми бачили, як Зміцер Ну, Жашкевич подарок вам принесли, а спробує вы так относитесь. Глядите, сколько забили. двері барбершопа Чекистами, плакат. 120 человек. Вы рады, что... Нет, мы не рады, мы рады за подарок. А это ж чекистами забили. Владальник Ні, барбершопу думали, здесь що навчається люди і не він издевались? супроть Вы думали, того, что чекисты як забили за одну ночь Что плакат? мы уже неоднократно говорили, Был почему мы за так назвались. его У нас Вы установку. назвались. Вы могли думать про гестаповцев, вы назвались бы гестаповец. Это Но, мощный видите, мы же человек. не который- назвались гестапо. Так это однолького, что вы гестаповец назвали, что чекист. Ну давай. Они же не платят за электричество. Я сподіваюся, що... Наша это, должностная жизнь платит за электричный счетов. Ми сподіваємося, що хоч їх не буде грошей ні за що платити. Ні за оренду, ні за електричність, ні за що. Платити не буде грошей. Нагадаю, що Свобода веде пряму трансляцію з барбершопа на вулиці Тиміражева, який отримав скандальну вже відомість про свою назву «Чекіст». Зараз шерах громадських активістів вони прийшли сюди виказати свою незгоду з Ще цією щось назвою некілька штук, да? і спробують вести діалог з владельниками барбершопу. Этот человек сидел этой весной месяц в КГБ за защиту права. Зараз ми бачимо, як один з активістів, Едуард Пачес, Очень красивую историю. И ты просто розмовляє з это будет очень позитивная история. одним з владельників барбершопа Олегом. За одной чекист.
задавать. А вы кажете, пригожие люди. Пригожие люди с червоно-зелеными стягами за одну ночь 124. Вот это я про цель, кого я тебе говорю. Это писатель. Давайте положим это. Давайте обміркуємо конкретну пропанову, яку ви тут склали. Переназвати установу. Ми зі свого боку, як Едуард Пальчо, самий відомий блогер тут, Ну, мені Стась стрижка не Карпов, нужна, любимий Стась блогер Карпов, Якубовича, да, організують вам рекламну кампанію під іншою назвою. Тому що з цим ви банкрутитесь. І ми з лепших міркувань прийшли вас, ну, допомогти людям. Мы поможем, сами будем ходить пиарить. Предложите другую нас. І ви готові прогнозувати. Мы сделаем Мы конкурс. подумаем, мы подумаем. Сделайте голосование в соцсети. Может, исторические разные, да, минские, связанные с Минском. так да. вот пришли, это, конечно, все очень Лучшие забавно. блогеры страны всякие, Антон и Матолька и прочие будут ходить сюда стричься. Да, Вот, да, да, сделайте да. голосование в Стася сети, Карпова, мы понимаете, поможем, люди сами выберут, и сами Стась, іди погляньте. И так как бы есть. мы еще больше вам сделаем. Хорошо, мы подумаем над вашим предложением. Сделайте голосование, и все будет. Хорошо, мы подумаем над вашим предложением. Все, вопрос закрыт. А коли можна прийти обміркувати? Можно, хотите, можем сейчас вас постричь. Да, так глядите, Вот я с вами один Саша Чеботарев, один из лучших я так дизайнеров добре Беларуси. подстригся. Делаешь новый логотип. тет-а-тет с вами побеседуем. Давайте. Давайте. Пострижем сейчас. Все уйдут, и мы с вами побеседуем. Ні, зараз, бачите, зараз ви не дозволяють переконання поки що вас стригтися. Це буде соромно. Це буде соромно. Коли я в барбершопі, чекіст, в барбершопі, только что сказали, ми можемо порозмовляти з вами просто. Вы же только что сказали, давайте Порозмовляти. пострижемся. Да. Ні, стригчись не можу. Я бачу, що у мене така стрижка, що ну, наступний крок я можу тільки спалити що-нибудь. Можемо все зроблено, все пострижемо. Автор этого плаката Александр Чеботарев, лучший дизайнер Беларуси. Делает вам лучше, делает вам нормальный дизайн, это 5-летней давности. Ну, Вот эти перекрестия, ну но да, я... это немножко прошедший. Ну, то бок ви навіть згубили вже. Дело, мы бы вас пригласили, когда здесь уже закончили весь Вот. ремонт. Компания Тислеры сделает вам нормальное, да? При переназвании. А какие Тислерские работы. еще предложения? Нам логотип сделают, Ні, пропонова така. нам сделают рекламу. Меблю я ось таку роблю. Я можу робити одразу по собі-кошті. По собі-кошті це тройнення на 30% від ринку. Це раз. Олександр Чеботаров робить а ми- вам плакати. А любимий блогер Якубовича. Зачем Так ви ж ремонт не доробили. Ви ж не доробили ремонт. Наша Нива Да, Свобода. это нужно а любимый дороблять, блогер а не перераблять. Якубовича, і він приходить до вас стригтися. Леонида Приносить вам Якубовича? стрижку. Ну, конечно, конечно. Павла Яковлевича. А наша Нива Свобода с миллионными аудиториями, здесь присутствует пресса, напишет новости, это лучшая хайповая реклама. Плюс соцсети, лучшие блогеры с сотнями тысяч будут, вот, говорит, нормальные поступили люди, услышали это, и Не, жарты, клиентская база жарты. намного лучше. Давайте Это серьезно. домовимся конкретно. Я вас понял. Хорошо, мы подумаем над вашим предложением. Да. Коли можна завести приватно, без вот этих людей с камерой. Если хотите, давайте обменяемся телефоном, и потом, если у вас Да, созреет, я думаю, мы как-то с вами свяжемся. ну, Facebook, Телефон 01. да. Вот. Это самый актуальный. То есть это серьезно. То есть здесь не то, что мы хайпим на каких-то вещах, это серьезное предложение. Я понял. Хорошо. Какие предложения? Сделайте нам логотип. Логотип, Что еще? рекламу, Реклама, клиентскую базу. что под собой подразумевает реклама? На миллионных площадях новостных, в соцсетях, в телеграммах, в инстаграмах. Зробіть бесплатную. У нас есть лучшие блогеры страны, так сказать. Facebook, ВКонтакт, сообщество, Не, вы посмотрите. понимаете, давайте без микрофона с вами поговорим сейчас обратно. Отойдем куда-нибудь, потому что тут какая-то движуха. Вы похлопайте здесь, пожалуйста. Нет, потом пообщаемся. Так давайте отойдем. Ну да, сейчас. Потом я к вам. Все, пальчица повели. Прощай. Это не автозак. Не надо вешать рекламу. Вы что, не понимаете, что? Идите один плакатик. Тематично. Ви ж не ведали, як вам розкрутитися. Нагадаю, зараз ми знаходимося в барбершопі «Чекіст» на вулиці Тиміразєва. Туди прийшла група активістів, які виступають супроти цього назви. Ось ми бачимо Знаходимося у чекіста. розмову Дмитра Дашкевича з одним з владельників барбершопа «Іллі». Іллі не сподобалося, що Дмитро Дашкевич повісив плакат на стіну Я барбершопа. домовлявся, це не відповідає моїм принципам. Пришли тогда к нам. С какой целью вы Я з такою метою, ви переименували. Вы же вам же сказали, что мы подумаем над этим Подумайте, предложением. пожалуйста, Ну так и подумайте. все, отлично.
у вас такі задоволення візитом сюди, і що ви тут робите? Я думаю, тут нет быть задоволенным, те незадоволенным. Мы пришли людям расповести про то, что многие в Беларуси обураны такими назвами, там, чекисты, открываются установы, які адбельваюць ідэолагаў тэрору. На жаль, ва ўспрыняцці некаторых людзей, якія, напэўна, в эпоху Лукашэнкі нарадзіліся, чекісты, там мае нейкае разуменне станоўчае, хаця, хто з іх, запытаеце, ведае, да, што фашысты забілі 18 мільёнаў ва ўсім свеце, а камуністы толькі ў сваёй краіне 18 з паловай. Яны гэтым ганараться, яны маюць такой набор ведаў, які дазваляе ім ганарыцца чекістамі. І, добра, што прыйшлі тут розныя людзі, журналісты, і гэта ёсць сведчаннем таго, што грамадскае меркаванне у нейкай сваёй частцы такімі праявамі абурана. Мы спадзяемся, што хлопцы задумаюцца, сапраўды перайменуюць эту ідыёцкую установу. Дмитрий, мы знаходимся з вами у барбершопе, який з'являється приватною власністю. Ми знаходимося з вами у барбершопі, який з'являється приватною власністю гэтых хлопців. І, натурально, яны, напевно, мають право називати так, як хочуть свой барбершоп власний. Що ви про це думаєте? На приватній власності Ігора Ніщенки, який там 15 суток спрабаваў на нас выклікаць міліцыю, а потым вырашыў, што ўсё ж такі лепш закрыцца. Няма розніцы, што тут прыватная ўласнасць, непрыватная. У нармальнай дзяржаве прававой такое адбывацца проста не магло б. Там з адкрытымі архівамі, з сведчаннямі пра забойствы чекістамі мільёнаў людзей. І ў правовой дзяржаве можна было б дзейнічаць, канешне, нейкімі іншымі метадамі. Мы ведаем, што зорачкамі, якія яны тут малююць, у Літву нават не пускаюць машыны, да? То бок, калі ён сваю эмблему налепіць чекістам ці зорачку і паедзе ў Літву, яго спыняць на межы. В правовой дзяржаве спыняць і скажуць, ці здымай, ці разварачвайся. А як мы жывем в дзяржаве неправавой, мы дэманструем проста грамадскае меркаванне гэтым людзям, якія невядома што. Невядома, адкуль бяруць свае веды для такіх назваў. Дзякуй вялікі, Дміцер. Зараз паспрабуем пагаварыць з кім-небудзь з прадстаўнікоў барбершопу. Чтобы не помяли. Олег, можна вам задати некалькі пытанняў, як аднаму з уладальнікаў гэтай установы, барбершопу. Што вы думаеце пра тое, што зараз адбываецца тут? Нам делается реклама хорошую. В плане, она, пускай черный пиар, но все равно это пиар. Тут все это прекрасно понимают. Это так говорят, что просто, что у нас здесь никого не будет. Но с другой стороны, посмотрим там потом, как будет. Я чуў, што падчас размоў з гэтымі актывістамі тут вы пагадзіліся падумаць над тым, каб змяніць назву і канцэпцыю установы. Што вы пра гэта можете сказаць? Мне нужно было так ответить, чтобы погасить пыл. Что я могу об этом сказать? Ці правильно я разумею, што вы не збіраецеся нічога мяняць? Я отказал, что мы подумаем, но ответил я, чтобы просто закрыть тему. Чтобы побыстрее вся эта движуха тут рассосалась. Потому что такое движение, конечно, мы не ожидали. Спасибо вам, ребята. В некотором смысле слова. Как-то так. Зразумела, дякую вялікі вам. Пожалуйста, приходите, Александр. На стрижечку приходите, кстати. У нас сейчас скидка 50%, знаете, да? Предлагайте, пожалуйста, приходите сами. С такой назвой, на жаль, мы не можем нават со знижкой 100% прийти. Да, может быть, жарты жартами и это все. Да. Может быть, вы могли бы встретиться, поговорить. Я думаю, тут есть такие просунутые. А за подписчика, то, что мне сразу вопрос задали, там подписчик, он, честь и достоинство мое позорил. Он не совсем правильно начал, понимаете? Любой человек, который уважает себя, во-первых, да, он не может просто замять эту тему. Дальше, сейчас я просто не смотрю, сейчас я закрываю глаза на это, я не комментирую ничего. Но он был один из первых, и я посмотрел, просто человек несуразицу какую-то несет. Можно по существу что-то сказать, а можно написать, ты там такой-то и такой. Да, я видел. Вы, может, не додумали, думали, что это вам понравилось, что... А можем мы приватно быть? Человек не хочет, да? Или что еще не пришло? То есть здесь побольше хотели прийти, просто не думали. По итогу, как вообще оцениваете ваш
Я как бы всегда за хорошие сходы, за конструктив, не то, что там просто где-то такая громкая акция без ничего. То есть я хотел бы действительно, чтобы другие бизнесмены, прежде чем что-то открывать, какие-то там такие скандалы каждый месяц происходят. Там у Рудшакрама, бывшая белорусская, внезапно меняется владелец, начинает конфеты с Путиным продавать, да? Там, и прочее. Каждый месяц бывает такой скандал. Мы хотим донести, чтобы люди немного ответственно относились к истории, к тому, что связано именно с каким-то белорусским прошлым, особенно трагичным. Потому что именно из-за таких вещей потом начинаются стройки в Куропатах, потом это повторяется. То есть, если люди будут знать, что делали чекисты, по-настоящему, ни одному нормальному человеку в голову не придет так называть. Вообще не придет. То есть. Вы вот пытались объяснить? Да, но, к сожалению, опять, есть, у каждой профессии есть деформация. Вот у следователей, у бизнесменов тоже. Они зачастую видят это все сквозь призму бизнеса, там, позиционирования коммерции. И им вот приходится, к сожалению, такими вещами. Если не поймут, мы устроим кампанию, уже не раз было, когда люди в итоге закрывались из-за такого. Мы будем призывать сюда не ходить, бойкотировать и прочее. И посмотрим, как в итоге все окажется. Хорошо, спасибо. Зараз паспрабуем задаць некалькі пытанняў вядомаму блогеру Эдуарду Пальчысу. Эдуард, вось сённяшняя такая акцыя даволі радыкальная, на вашу думку, яна наколькі можа мець станоўчы Она вынік? абсолютно культурная. Если вы знаете, акции на Западе по-другому проводятся намного. Это культурная, шляхетная акция. Да? То есть мы пришли с плакатами расстрелянных. То есть этот барбершоп назван в честь, кто 70 лет назад, там 80 лет назад массово расстреливал белорусов прямо здесь, в Минске. 2-3 километра, там тысячами в подвалах пускали кровь. Теперь в честь их назван здесь барбершоп. Люди не понимают, основатели не понимают, что это значит. Что это ничем не хуже, чем барбершоп гестаповец, эсэсовец там, или там палач. Да? Это прямое название. Мы пытались это донести, объяснить и предложить помощь. Выход, переназвание, рекламу. Сделать из этого позитивную историю. Мы надеемся, что вот люди нас услышат. І якімі будуць дальнейшыя ваши дзеянні? Я надеюсь, они подумают. Потом можно, допустим, сделать голосование. Пускай все предложат свои варианты в соцсетях, как название. Пускай сделают голосование. Сами люди, может, повлияют на нейминг. Мы будем призывать тогда приходить, поддерживать. И сами будем приходить поддерживать, кому надо стрижка. Ці правильно я разумею, што вы збіраецеся адсочваць тое, што далей будзе адбывацца з гэтым барбершопом? Конечно, потому что все такие вещи, они имеют значение. То есть городская культура – это отражение каких-то во многом социосрезов, да, как названо. Поэтому такое необходимо смотреть. Гэта быў Эдуард Пальчыс, вядомы блогер. Нагадаю, мы вядзем прамы эфір з мінскага барбершопа на вуліцы Цеміразева. Ён называецца «Чекіст». І вось менавіта тое, што уладальнікі назвалі сваю установу такім чынам, выклікала абурэнне шэрагу грамадскіх актывістаў, якія прыйшлі сёння яго наведаць і выказаць сваё стаўленне да назвы менавіта уладальнікам. Наше прямое включение завершено. Оставайтесь с нами на включениях «Свободы». Ну, я вам обещаю, что мы